Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как 19-летний парень пытался убить 14-летнюю девушку, потому что она от него забеременела. Ему назначено наказание в виде 9 лет и 1 месяца лишения свободы. Покажем, как бывший сотрудник магазина пытался украсть из него кофемашину. По данному факту в отделе полиции Зареченский было возбуждено уголовное дело. И как оправдал свои действия. А также пожар в здании бывшего ресторана. Я запах почуяла. Вышла, не пойму ничего. А тут, оказывается, вот отсюда откуда-то шел. Год назад там же погиб 12-летний мальчик. Это и не только прямо сейчас. 18-летняя девушка пострадала в аварии на улице Декабристов. После столкновения Toyota Avensis и Volkswagen Polo японский автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб. Наталья Мезина узнала состояние пострадавшей и выяснила, как произошла авария. Пассажиры были на тот момент? Да, были пассажиры. Далеко надо было везти? Ну, полпути мы проехали. 39-летний водитель такси рассказал, что ехал с пассажирами прямо по улице Декабристов по полосе для общественного транспорта. Ничего не нарушал, лицензия есть и двигаться там имел полное право. Но рядом с заездом на территорию торгового комплекса их протаранила Toyota Avensis. Во-первых, у него помеха справа, он должен был посмотреть. Вот, я ехал по автобусной полосе, и он должен был, перед тем, как совершить маневр, он должен был убедиться, что нету помех, и после этого уже повернуть. После столкновения Volkswagen откинула на парковку, а Toyota врезалась в столб. За ее рулем сидел 19-летний молодой человек. Он не пострадал, а вот его пассажирке, 18-летней девушке, потребовалась помощь медиков. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга. Наталья Мезина, Фиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112». «Ладу» 14-й модели остановили автоинспекторы на улице Гагарина. Они заподозрили, что ее водитель сел за руль в нетрезвом состоянии. Мужчине предложили пройти тест, он не отказался. Результат был отрицательный, но подозрения сотрудников ГИБДД он не развеял. Поэтому мужчине предстоит отправиться в больницу для прохождения медосвидетельствования на наличие запрещенных веществ в крови. Также автоинспекторы выяснили, что у него имеется 2 десятка неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Поссорились, забили до смерти, а затем спрятали тело. Верховный суд Татарстана вынес приговор 26-летнему Радику Бекчентаеву и 25-летнему Дмитрию Лучинину. Как доказало обвинение, они причастны к убийству своего знакомого, с которым выпивали в строительном вагончике. Почему сами подсудимые не считают это убийством? И на почве чего вспыхнула ссора, которая и привела к страшным последствиям? Ответ у Айрата Назипова. Извините, что все так получилось. Я, честно говоря, тоже этого не хотел. На последнем слове, как и на предыдущих заседаниях, оба подсудимых подчеркнули, никакого умысла убивать своего знакомого у них не было. И все произошедшее лишь несчастный случай. Все произошло 28 декабря минувшего года в Верхнеуслонском районе. В тот роковой день рабочие устроили застолье в вагончике на стройплощадке. Когда разговор зашел об охоте, Радик Бекчентаев обмолвился, что у него есть двухствольное ружье ИШ-58, которое он нашел год назад и немного переделал. Его знакомый этому не поверил, и мужчины поспорили на 5000 рублей, что оно действительно есть. Чтобы доказать существование оружия, Радик Бекчентаев съездил домой и, вернувшись, продемонстрировал его приятелю. Однако тот для убедительности решил проверить его в действии. А дальше, как сказал подсудимый на допросе, между ними возникла потасовка. Рахим сказал, что ружье не настоящее, и он должен выстрелить. Дал Рахиму, тот выстрелил в сторону деревьев. Не хотел возвращать ружье, оторвался его. На шум драки прибежал Дмитрий Лучинин, который, согласно материалам дела, поддержал Радика Бекчентаева и стал избивать потерпевшего. Последний стал убегать, но споткнулся и упал, ударившись головой об лед. Больше он не вставал. Ему нанесли еще несколько ударов и ушли. А когда вернулись спустя пару часов, поняли, что их приятель не дышит. Вместо того, чтобы позвонить в экстренную службу, мужчины решили избавиться от тела. Завернули его в простыню и сбросили во враг. Об этом молчали несколько дней, но когда родственники погибшего забили тревогу, пришли в вагончик и увидели следы крови на стенах, мужчины рассказали, что произошло. Как гособвинителям было предложено суду признать виновными Бекчентаева по пункту Ж части 2 статьи 105 УК РФ, по части 1 статьи 222, по части 1 статьи 223 Уголовного кодекса Российской Федерации признать виновным Лучинина в совершении преступления, предусмотренным пунктом Ж части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вину в незаконном изготовлении оружия, как и его хранение, Радик Бекчентаев не отрицал. А вот убийстве признался лишь частично, заявив, что умысла убивать не было, а потерпевший погиб сам после неудачного падения на лед. Дмитрий Лучинин же и вовсе заявлял, что не избивал приятеля, а всего лишь пытался разнять дерущихся. Такого же мнения придерживаются его близкие. Я хотел бы сильно очень искренне извиниться перед родственником погибшего за своего друга, как бы близкого человека.
Ну, поверьте, не делал он этого, я вам честно говорю. Это рук другого человека все было. А другой его просто он его потянул за собой. Не в том месте просто он оказался. Не способен этот человек, вот честное вот слово даю, сколько с ним общался, такой он не способен. Но суд посчитал, что вина обоих подсудимых в предъявленных обвинениях полностью доказана. Суд признал обоих подсудимых виновными. Радика Бекчентаева приговорили к 16 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Туда же отправился и Дмитрий Лучинин. Он получил 15 лет. Также суд обязал взыскать с каждого подсудимого по 1 миллиону в пользу жене убитого. У погибшего мужчины остались 2 несовершеннолетних детей. Айрат Назипов, Наиля Абдуллин, вызов 112. В Татарстане вынесли приговор 19-летнему жителю Азнакаевского района, который, судя по материалам уголовного дела, хотел убить девочку-подростка, узнав, что она от него беременна. Как доказали суду следователи, молодой человек познакомился с 14-летней девочкой в интернете, а в апреле этого года вступил с ней в интимную связь. Когда она сообщила ему о подозрении на беременность, парень решил ее убить. Сначала вывез в сельскую местность, где избил и попытался задушить. Когда она потеряла сознание, погрузил ее в багажник автомобиля, после чего сбросил во враг, закидал ветками и уехал. Несколько часов спустя потерпевшая пришла в себя и вышла на дорогу, где ее увидели и оказали помощь. Приговором суда мужчине признан виновным в половом сношении с несовершеннолетней, а также покушении на убийство с целью скрыть другое преступление. Ему назначено наказание в виде 9 лет и 1 месяца лишения свободы. В Казани задержали 31-летнего мужчину, попытавшегося украсть кофемашину в магазине. Бывший работник универсама, воспользовавшись отсутствием сотрудников торговой точки, распаковал из коробки аппарат и хотел вынести его в спортивной сумке. На выходе мужчину остановили, однако бывший работник магазина оказал сопротивление. После задержания он объяснил, что ранее здесь работал и таким поступком хотел проверить бдительность охранников магазина. По данному факту в отделе полиции Зареченский было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренной частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В Челнах минувшей ночью вспыхнуло здание бывшего ресторана «Арарат». Пожарным быстро удалось потушить огонь. Люди не пострадали, но жители расположенных рядом домов уже больше года требуют либо снести строение, либо его отреставрировать, чтобы не допустить повторения трагедии. В сентябре минувшего года здесь же на пожаре погиб 12-летний мальчик. Доступ внутрь был открыт. В этот раз причиной пожара, как узнал Салават Мухаммадуллин, также стало неосторожное обращение с огнем. Я запах почуяла. Вышла, не пойму ничего. А тут, оказывается, вот отсюда откуда-то шел. Это невозможно. Живем как на пороховой бочке. Уже 2-й раз. Но это же не дело. О пожаре челнинцы сообщили спасателям за час до полуночи. Густой дым шел из здания бывшего ресторана. По прибытию на место пожара было создано звено ГДЗС, которое обследовали здание. Было выявлено, что на 1-м этаже горит бывшая документация, старая документация на площади 15 квадратных метров. Пострадавших на месте пожара не обнаружено. Причина пожара явилась неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Спасатели рассказали, что несмотря на заколоченные двери и окна, попасть внутрь ни для кого не составляло труда. Во время тушения все замки срезали и двери открыты настежь. Охраны нет. Содержанием здания заинтересовалась прокуратура. Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку по факту пожара в неэксплуатируемом здании ресторана «Арарат». По итогам надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям собственника здания, который по закону обязан принимать меры к охране объекта и предотвращению проникновения туда посторонних лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Первый пожар, в котором погиб 12-летний ребенок, вспыхнул в сентябре минувшего года. После трагедии у бывшего ресторана сменился владелец, но само здание не изменилось. У нас гарью пахнет дома. У нас, когда дождь, это все гарью пахнет. Молодежь постоянно лазит. То есть доступ закрыли, но это не помогает, да? Какой закрыли? Вы посмотрите, с той стороны открыто окно. Они лазят, каждый день лазят, мы видим это, но мы ничего не можем сделать. После первого пожара было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Однако позже дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Салават Мухаммадуллин, Валерия Новожилова, Айдар Мусин. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.